Госдеп раскритиковал Таджикистан из-за ограничения доступа к новостным порталам. Во внешнеполитическом ведомстве США считают, что Таджикистан остается авторитарной страной. Государственный департамент США указал на блокировку интернет-сайтов в Таджикистане, в частности новостных порталов. В докладе Госдепа о соблюдении прав человека в мире за 2019 год говорится, что в прошлом году продолжались ограничения на доступ к интернет-сайтам, в том числе Радио Свободная Европа, Радио Свобода и Азия Плюс, хотя некоторые ограничения были сняты в течение года. Отмечается, что независимые оппозиционные информационные агентства и веб-сайты, расположенные за пределами страны, блокируются правительством в течение уже нескольких лет. Авторы доклада подчеркивают, что служба связи при правительстве Таджикистана на регулярной основе отрицает причастность к ограничению доступа к новостным сайтам. Однако, говорится в докладе, правительство признало, что периодически применяет законодательство, которое разрешает прерывание интернет-контента и телекоммуникаций в интересах национальной безопасности. Также Госдеп указывает на неоднократные угрозы со стороны правительства в отношении независимых СМИ. В целом, авторы доклада подчеркивают, что Таджикистан остается авторитарным государством, где власти препятствуют политическому плюрализму. В докладе отмечаются существование в республике таких проблем, как убийство заключенных со стороны тюремных надзирателей, пытки и издевательства над заключенными, содержание политзаключенных в суровых условиях, вмешательство властей в личную жизнь граждан, значительные проблемы с независимостью судебной системы, цензура, ограничение деятельности НПО, жесткие ограничения свободы вероисповедания, коррупция, кумовство и прочее. Было очень мало судебных преследований правительственных чиновников за нарушение прав человека. Чиновники в службах безопасности и в других частях правительства действовали безнаказанно, заключается в докладе Госдепа.